Необычное сочетание джаза и этно, жаркие бразильские ритмы, которые захватывают и уносят прочь из осеннего города. Всем этим жители и гости столицы смогли насладиться на концерте певицы Татьяны Силадоровой в зале Чувашского государственного художественного музея. Татьяна – выпускница Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Сейчас она живет и работает в городе Санкт-Петербурге. И вот теперь она вновь вернулась на родину с гастролями и представила новую интересную программу «Этно-джаз. Чувашско-бразильские параллели». Певица познакомила зрителей со своей интернациональной командой музыкантов. Кубинский гитарист Гильермо Эстевенс очень органично влился в группу и с огромным удовольствием играет не только латиноамериканские, но и чувашские песни. Национальная музыка в такой необычной обработке звучит очень неожиданно и свежо. Конечно, джаз в полной мере можно назвать музыкой для интеллектуалов, обладающих тонким вкусом и чувством стиля. И музейный зал очень подходит для ее исполнения. По словам певицы, она очень долго искала свой собственный тембр. А восприятие той или иной песни зависит только от того, насколько хорошо ее сумел преподнести исполнитель. Джаз, я так понимаю, что на самом деле джаз для всех. Просто есть разные направления джаза, и поэтому бывает, вы попадете не то направление, например, бибоп 40-х, это ломаные ритмы, и, конечно же, слух будет резать. Вы скажете, я не люблю джаз. Сегодня пришла аудитория, которая сказали, я ни разу думала в жизни, не думала, что я люблю джаз. Сегодня прозвучал бразильский джаз. Это такой расслабляющий, боссанова, красивый. Вот есть вот такой джаз, и я думаю, что вот этот именно джаз для большей аудитории, так сказать, слушается больше. Южноамериканские мелодии нравятся и петербургской, и чебоксарской публике. Ведь хмурой осенью так хочется вернуть частичку теплого солнечного лета. Ну, честно говоря, я гость этого города и попал сюда, скажу, случайно. Но джаз очень люблю, а сочетание этно и джаза – это вообще такое какая-то, гремучая смесь, а то, что это происходит еще и в камерном зале музея, это, наверное, накладывает еще определенный отпечаток. Но хочется сказать, что вообще такое впечатление очень неожиданное, поскольку услышать и Бразилию, услышать здесь и чувашскую национальную музыку в такой очень интересной обработке, это дорого стоит. И вообще все это звучало очень профессионально, очень красиво, а самое главное, очень зажигательно. Так что благодаря творчеству таких оригинальных музыкантов жаркая Бразилия стала чуть ближе. И слушая джаз, можно было мысленно перенестись в Рио-де-Жанейро и помечтать. Татьяна Силадорова рассказала, что эти ритмы буквально заворожили не только ее саму, но и всю ее семью. И похоже, что это любовь на всю жизнь. Елена Яковлева, Илья Волков. Жизнь столицы.